8-й межрегиональный фестиваль «Кавказ. Единая семья» в связи с пандемией коронавируса проходил без зрителей, но это не помешало участникам продемонстрировать все свое мастерство. Наш ансамбль «Сунжа» представил хореографический номер «Мне снится Ингушетия», который вызвал бурю восторженных эмоций у всех присутствующих. В фестивале приняли участие коллективы народного творчества со всех регионов Северного Кавказа. В течение нескольких дней конкурсанты показывали хореографические номера на определенную тему. Например, один из них был посвящен 75-й годовщине победы в Великой Отечественной войне. Мастер ингушской сценической постановки танца Умар Гулиев со своим уже 5-м творческим коллективом в нескольких номерах оживили историю музыкой и актерским мастерством. Талант юных дарований из Ингушетии не оставил равнодушным ни одного зрителя. Могу сказать, им понравилась постановка «Хранитель башен», горский танец, потому что я там показывал, как дозорные передавали смену друг другу, когда они охраняли ингушские башни. Также понравилась постановка «Мне снится Ингушетия», но почему-то они ее все называли «Полет орла», так как там один солист со сцены выпрыгивал в виде орла и потом продолжал танцевать уже у зрителя прямо в лицо. Также очень понравилась «Царица Тамара». Пластика и грациозность девушек, четкость и сила юношей в очередной раз влюбили в свою культуру зрителей. Зажигательному номеру солиста ансамбля Сали Албакова рукоплескали громко. Национальным танцем увлекся давно. За 10 лет отточив свое мастерство, а виртуозное исполнение кавказских танцев сделало его ведущим солистом группы. Талант дополняет упорство и трудоспособность. Каждый шаг и каждое танцевальное движение ведут к вершине творчества и делу всей его жизни. Когда мне было 6 лет, я смотрел телевизор и увидел ансамбль «Сунжа» на «Минуту славы», и мне очень понравилось, и резко захотелось, чтобы тоже так же показать себя, чтобы тоже так же другие люди смотрели на меня так же, как и я, радовались. Есть уже другие увлечения, спорт, там, борьба. Но танцы мои уже, как бы сказать, чуть выше стоит у меня уже танцы. Шотландцев ассоциируют с волынкой и килтами, бразильцев с капуэрой. Ну а кавказцев, разумеется, с лезгинкой. Этот самобытный народный танец отражает культуру этноса. Он крайне требователен к исполнителям и исполнительницам. Юная солистка ансамбля Танзила Цичоева за год практики хорошо поняла язык зажигательного танца и видит в нем социальный смысл. Лезгинка для ингуша – это особенность, выразить свои эмоции, познакомиться поближе с девушкой, узнать поближе. В дальнейшем это первый знак знакомства с девушкой. Наш ансамбль популярен и далеко за пределами республики. Красочное выступление ингушского коллектива на дагестанской земле стало не просто демонстрацией одних из своих лучших хореографических номеров, но и своеобразной репетицией перед громким событием. Умар Гулиев намерен повторить успех 10-летней давности на шоу талантов и на этот раз не просто попасть в финал, а добиться признания жюри проекта. Хочу открыть секрет, даже мои танцоры об этом не знают. Веду переговоры с центральным телевидением, не скажу какое, чтобы принять участие на федеральном уровне. Вы знаете ансамбль «Сунжа», ну это уже прошло 10 лет, мы стали финалистами шоу «Минута славы». Чем больше молодежь будет принимать участие в таких миролюбивых мероприятиях, ну, это нужно нам, потому что это у нас наша республика. И я думаю, что чем больше и в спорте, и в культуре наши ребята будут выезжать и подниматься ингушский флаг, это хорошо. Юные таланты оправдали доверие наставника на очень важном событии культурной жизни Северного Кавказа. Но впереди у них много работы, и глядя на то, с каким вдохновением ребята танцуют, нет сомнений в том, что они не раз подарят чувство радости своим поклонникам. Харон Аздоев, Магомед Белакиев, Новости 24.